Здравствуйте, уважаемые жители города Канаш. В эфире Анастасия Горшкова. Сегодня я вам расскажу об играх в социальных сетях, которые убивают. Одна из таких игр называется «Синий кит». Это смертельно опасная игра, которая распространяется в России. О том, что группа смерти «Синий кит» уносит жизни подростков, сообщается в сети интернет. Родителям рекомендуют внимательно следить за детьми и проверить, не знакомы ли они с этой игрой. В социальных сетях Instagram и ВКонтакте популярность среди школьников набирает флешмоб «Синий кит». Кураторы акции предлагают пользователям нарисовать на запястьях лезвием кита и выложить фото в свой аккаунт. Уже есть те, кто внял призыву. Например, восьмиклассник из Казахстана выполнил 2 задания игры. При этом сообщается, что всего их 50 заданий, и последним является выполнение суицида. В течение 50 дней ребенку присылаются различные задания, которые плавно подводят его к суициду. Список первых заданий выглядит примерно следующим образом. Вырезать надпись F57 на руке. Смотреть страшное видео в 4:20 ночью. Совершить неглубокий порез вдоль вен. Нарисовать на листике кита. Далее куратор предлагает стать китом. Если ребенок согласен, он пишет лезвием на ноге «да». После согласия ребенок получает несколько индивидуальных заданий, а потом обязан сделать следующее. Вырезать надпись F40 на руке. Зафиксировать в статусе надпись «Я кит», сделать что-то из того, чего он боится, нацарапать кита на руке, порезать губу, потыкать руку иголкой, пойти на крышу и постоять на краю крыши, послушать песню и посмотреть видео, которое смотрит куратор, залезть в кран или на мост. Следующий вид опасной игры в социальных сетях – «Беги или умри». Эта игра активно распространяема и популярна на территории Российской Федерации. Суть данной опасной забавы в том, чтобы с криком «Беги или умри» перебежать проезжую часть сквозь поток машин. Видео необходимо выложить в сеть. Имеются пострадавшие как среди самих подростков, так и из числа пассажиров и водителей. Есть случаи со смертельным исходом. В связи с этим имеется ряд рекомендаций и советов для родителей. Сколько бы сил у вас не отнимала работа и прочие дела, вы должны выкраивать время для своих детей. Важно показать ребенку, что вы в любой момент готовы его выслушать. Дайте ему возможность подружиться с вами. Если подросток разместил на своей странице фразы или иллюстрации на тему самоунижения, нанесения себе увечий, это плохой знак. Следует насторожиться. Если на его страничке часто встречаются медузы, кошки, бабочки, плывущие вверх, спросите ребенка, что это означает, причем обычным тоном, и постарайтесь выслушать его ответ. Некоторые подростки отличаются крутым нравом. Такие будут сопротивляться вам изо всех сил. В этом случае лучше вместе пойти к психологу. Другим детям достаточно просто сказать «нельзя», и они не подумают ослушаться. Гораздо больше можно узнать, изучив личные страницы ребенка. Там, как правило, указано, в каком районе города он живет, где учится, кем работают его родители. Удалите данные, которыми могут воспользоваться мошенники. Если вы хотите установить на смартфоне ребенка программу слежения, стоит обязательно предупредить его об этом. Уважаемые родители, убедительная просьба. Побеседуйте со своими детьми, уделите им внимание. Проследите их социальные сети. Отдел МВД России по городу Канашу объявляет набор граждан, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации и имеющих образование не ниже среднего полного. За подробной информацией просим обратиться в отдел группы по работе с личным составом отдела МВД России по городу Канашу, либо позвонив по телефону 367 28. На этом наш выпуск завершен. С вами была Анастасия Горшкова.